движении. Мы в движении. Мы в движении. Всегда в движении. Дружба, активная жизненная позиция, сохранение культуры и ценностей своего народа и страны – все это часть движения первых. Масштабный общественный проект детей и молодежи появился летом прошлого года. Подключились к нему все субъекты России, в том числе и Ингушетия. Инициатор – школьница Диана Красовская из Севастополя. Было бы здорово, если появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех еще больше объединяло. Президент России Владимир Владимирович Путин идею поддержал. Что за проект учащимся Центра образования МАГАСа, рассказывает председатель ингушского отделения Марина Албагачиева. Такие уроки сегодня стартовали во всех субъектах страны. Проходят они в форме живого диалога. Наука, искусство, технологии, волонтерство, здоровый образ жизни, медиа, дипломатия, экология – это не все направления, где будут пробовать себя ребята в рамках движения. Цель проекта – духовно-патриотическое воспитание молодежи. Если мы являемся патриотами своей Родины, то любить Родину мы должны. А в чем проявляется эта любовь к родине? Скажите, пожалуйста. В делах. Ну-ка. В благородных поступках. Так. А какие это могут быть дела? Ну? Совершенно. Мы должны быть готовы в любой момент защитить, свою родину. Различные формы, онлайн-марафоны, конкурсы, соревнования, спортивные и интеллектуальные – вот что ждет от проекта Алик Евлоев. К тому же движение поможет развиваться ему в направлении межнациональные отношения. Движение первых нацелено для того, чтобы объединять нации, объединять народы, так как у нас Россия необъятная страна, многонациональная. Мы должны объединяться, мы должны дружить, мы должны работать все вместе. Центр образования МАГАСа подключился к проекту 2 недели назад. Пока в нем участвуют 8 ребят. Вступила в ряды движения и Жанета Чепанова. В свои 11 девочка хочет увидеть все красоты большой страны. Мечту осуществить поможет направление туризм. В нем участвует много детей, которые путешествуют, которые поддерживают нашу природу, охраняют разные животных, например, как волонтерство, и поддерживают друг друга. Это самое главное. Она сделана для того, чтобы мы больше узнавали о нашей планете и о нашем мире. Для того, чтобы мы развивались больше и рассказывали о местах, где мы обычно живем. Чтобы мы развивались, чтобы мы поддерживали друг друга. Что ты хочешь сделать в рамках этого движения? Я хочу помогать другим. Первый съезд движения прошел в Москве в декабре 2022-го. В нем приняли участие 1500 человек. Гости встречи обозначили цели, задачи и миссию проекта. Ингушское отделение открыто в регионе с конца декабря. На сегодняшний день к нему подключилось более 2000 участников ингушской молодежи. Официально открыты 15 первичных отделений, 14 из которых на базе школ и одно это на базе Ингушского политехнического колледжа. Дальше же, вот сейчас как раз проходит 2-недельный онлайн-марафон, куда активно очень вливаются очень много других учреждений, не только школы, практически все колледжи, молодежные центры, учреждения спорта и культуры. Немаловажный бонус для участников движения – дополнительные баллы при поступлении, что очень радует ребят и желающих учиться за пределами республики. Решила вступить в это движение, потому что хотелось не только для баллов ЕГЭ, но и для того, чтобы как-то разукрасить свою буднюю школьную жизнь и внести какой-то вклад не только в развитие страны, но и в развитие моей маленькой родины, Республики Ингушетия. О российском движении ребятам рассказывают в рамках внеурочных занятий. Разговор о важном. Цикл классных часов стартовал по всей стране в начале этого учебного года. Получасовые уроки проходят каждый понедельник во всех школах России. На них дети вместе с учителем обсуждают вопросы, связанные с историей и культурой России, ее ролью в мировых процессах. Урок «Разговор о важном» дает им ту информацию, которую могут они где-то пропустить, где-то недопонять. Мы в классе сообща ведем беседы, делимся своими интересными мыслями. Мы говорим о проблемах, которые сегодня очень сильно развиты не только в России, но и во всем мире. Также мы рассказываем о том, что не было бы известно детям бы, и развиваем темы, которые необходимо знать любому, я считаю, человеку, который живет в России. Цель этого урока – подключить к движению первых как можно больше учащихся. В ближайшее время к проекту присоединятся все школы республики. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.